Новости, которые ошарашили таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что вас точно не оставит равнодушным. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Милиция города Душанбе расследует квартирную кражу, совершенную методом подбора ключей. Похищена значительная сумма денег. Как сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Таджикистана, в АМВД-1 района Синогу города Душанбе обратилась 38-летняя жительница столицы. Женщина заявила, что в ночь с 22 на 23 октября текущего года 39-летний житель Душанбе проник в ее квартиру методом подбора ключей. Из квартиры, как отмечается, мужчина похитил $8000. По данному факту проводится соответствующее расследование, сообщает правоохранительное ведомство. Но это не последнее, чем ошарашили в милиции. 2 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших накануне на севере и юге Таджикистана. Как сообщает пресс-центр МВД страны, в Бабаджон-Гафуровском районе водитель автомашины Opel Zafira сбил 80-летнего велосипедиста. К сожалению, потерпевший скончался от полученных травм в больнице. В другом случае в Яванском районе автомобиль Mercedes-Benz под управлением местного жителя врезался в бетонный столб. Водитель автотранспортного средства был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где вскоре и скончался. По указанным фактам ДТП проводятся проверки, сообщает правоохранительное ведомство. А как вы относитесь к работе наших правоохранительных органов? Есть ли какие-то замечания? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. ОАО «Санктудинская ГЭС» опубликовала на своем официальном сайте производственные результаты работы гидроэлектростанции за 9 месяцев 2022 года. Отмечается, что поставка электроэнергии с Санктудинской ГЭС-1 за январь-сентябрь текущего года составила 1,880 миллиардов киловатт-часов, что на 75 миллионов киловатт-часов или на 12% больше аналогичного показателя 2021 года. Средний уровень оплаты с начала 2022 года со стороны Барки Тачик не превышает 33% от стоимости поставленной электроэнергии, что продолжает вести к непрекращающемуся росту задолженности перед станцией. За 9 месяцев текущего года задолженность Барки Тачик увеличилась еще на 454 миллиона самани и по состоянию на 30 сентября 2022 года составила 2,5 миллиарда самани. В соответствии с графиками проводятся тактические учения, технические ремонтные работы. С июня проводятся мероприятия по подготовке оборудования и гидротехнических объектов станции к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. Все проводимые ремонтные работы и плановые мероприятия на Санктудинской ГЭС-1 никак не влияют на выработку станции необходимых объемов электроэнергии, отмечается в сообщении. Но мы видим, что с каждым днем ситуация в этой сфере становится только хуже, и непонятно, как наше правительство и в частности Барки Тачик будут выкручиваться из этой ситуации. А как вы думаете, каким образом? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.